Даже если весь мир восстанет, никто не сможет отнять тебя у меня. Эта фраза звучит в голове на протяжении всего чтения рассказа, заставляя чувствовать боль и отчаяние любящего сердца. Сика Агатьев переносит читателя в мир, который не может оставить равнодушным. И делает это настолько мастерски, что с самого начала читатель ощущает себя частью повествования, одним из действующих лиц, которые сопереживает главным героям Азау и Таймуразу. Сика, или Георгий Агатьев, родился в 1855 году в селении Ганец в Гудском ущелье. Семья жила очень скромно, и зачастую не хватало денег даже на еду. Вскоре он стал псаломщиком, однако небольшое жалование не могло обеспечить семью из 8 человек. Лишь спустя много лет Агатьевы смогли купить землю на улице Тифлисской, на которой они построили небольшой домик из одной комнаты. Проблема бедности, нужды и лейтмотивом проходит по всему творческому пути писателя. Большинство стихотворений и рассказов Сика посвящены тяжелой участи простого рабочего. В отличие от большинства эстонских писателей того времени, Сика не получил образования, но упорно работал над расширением своих литературных знаний. Общественное признание автору принесли его рассказы, которые сделали его одним из основоположников эстонской прозы. Судьба горянки и ее бесправное положение глубоко волновали Агатьева. Этой теме он посвятил ряд рассказов, лучшим из которых считается Азау. История повествует о трагической любви горца и горянки Азау Таймураза, чья любовь становится невозможной. На пути эстонских Ромео и Джульетты встает общество с его правилами и устоями. Человеческая сущность, жадная и осуждающая, пытается погубить светлое и искреннее чувство влюбленных. Азау и Таймураз не представляют жизни друг без друга. В попытке сохранить свою любовь они сбегают. Но складывается впечатление, будто сама судьба проверяет влюбленных на прочность. Из-за нелепой случайности Азау и Таймураз теряют друг друга. На мой взгляд, Агатьеву удивительным образом удалось создать атмосферу, которая с первых строк захватывает читателя. Держа в руках книгу, я ощущала свежий горный воздух. Я видела стада овец, мирно пасущиеся на зеленых лугах. Я слышала смех женщин, идущих к ручью за водой. Но в то же время я чувствовала то же, что и Азау. Я ощущала боль и несправедливость. Я с уверенностью могу сказать, что Сика Агатьев был настоящим мастером своего дела. Читать или не читать, спросите вы? Конечно, читать. Читать. Потому что очень важно помнить одну простую, но нерушимую истину. Самое сильное, самое светлое и самое настоящее, что у нас есть, это любовь. Любовь меняет нас и мир вокруг. Любовь позволяет верить в чудеса и придает сил, о которых мы порой даже и не догадываемся. Найди свою книгу.